Так, все, да, изображение көрініп. Кстати, кезде телеграм көрбөйчү экен, ютубта өздөрү керек эле. Эгер көрүнбөй калса, жугулбай калса, анда сразу жазып койгула, айтып койгула, э. Эки саатты кечке да карай бербейм. Так, давайте тогда у нас сейчас пройдемся. У нас бул жумада неме болду, күчтүү новостьтардан эле Нонфарм эле болду. Так, калгандары особо деле болгон жок. Да, өтө деле влиятельный. Так, Нонфарм отчет по несельскохозяйственному сектору эме терс чыкты, то есть число занятых несельскохозяйственной сферада азыраак чыкты да, чем прогнозировали аналитики, и из-за этого доллар түшүп кетти, золото болсо секирип кетти. Еще, кстати, до Нонфарм еще вторникте рынок труда чыккан, Америке тоже слабый данный чыкты, рынок труда боюнча азыраак жумуш орундары камсыздалып, ошон үчүн доллар да түшүп кетти да, и алтын вторниктен баштап тоже резко өсө баштады. Так, эми бул жумага карап көрөлүк, экономический календарь, основной, что у нас, мен еще карай элекмин. Бул жумага, так, бул жумага, вот, получается, төртүнчү деп бул, так, эртең 10-14 августка чейин жалпы рыноктарга прогноз, бул форекс рынок, то есть валюталарга, алтынга, фондовый рынок и крипторынокко. Так, ну, самые такие основные активы, да. Так, на этой неделе, завтра, понедельник жок экен, вторник эртең, вот послезавтра вторник у нас. Ну, по вторнику у нас по Америке только саат 8 болот экен, бул деле особо деле прям таасир этпейт, продажа вторичного жилья дейт. Так, по Австралии, каким австралийский доллар менен торговать этсе, решение по процентной ставке 10,5 Бишкек боюнча, да. Ну, мен мисалы бул менен соода кылам, жакшы актив, аябай спокойно жүрөт. Так, ушул моментте эме болуш керек экен, аут австралийский долларга. Так, среда күнү Германияда гана болот экен. Так, индекс потребительских цен. То есть индекс по инфляции Германии чыгат экен, бул тоже күчтүү жаңылык. Именно кто евро менен торгует и германский индекс менен торгует. Я, например, этими активами тоже торгую. Тоже хорошие инструменты, жакшы теханализге берилет да. Так, Америка боюнча 18.30 экен подряд, тоже индекс по инфляции, вот это, да, сильная новость. Ушул 18.30га жакын новости кирбеле боло, эгер новичок болсоңор. Так, и 8,5 запасы по сырой нефти чыгат экен. Так, запасы по сырой нефти. Так, кстати, индекс по инфляции чечмелениши ушундай болот. Мисалы прогноз боюнча, так, давайте годовой посмотрим, где у нас годовой. Вот годовой 3-4% инфляция болуп чыкса, то есть как прогнозировали, да, то в принципе особо деле таасир этпейт эмегечи базарларга. А эгер эмеден 3,4% жогорураак чыкса отчет, анда доллар күчтөнүп калат, доллар өсөт, и долларовые активы тоже, там доллар швейцарский франк, доллар канадский доллар, типа такие валютные пары тоже өсөт. А золото болсо наоборот түшөт. Если прогноздон ниже чыкса, анда наоборот доллар түшөт и золото өсө баштайт. Так, ну, запас сырой нефти тоже, по нефти непосредственно торгует, тоже здесь прогноз пока еще нету. Ну, эгер сырой нефть боюнча запастар жакшы чыкса, көбүрөөк чыкса, чем прогноз, то тогда нефть өсөт, да, түшөт наоборот. Если наоборот азыраак чыкса прогнозго караганда, анда нефть наоборот өсө баштайт да. Нефть менен золото бири-бирине кээде карама каршы жүрөт, анда золото түшө баштайт, эгер нефть өсө баштаса. Ну, не всегда, иногда бывает, корреляция одинаковая, чогуу жүрүп кээде, ну, көбүнчө ушундай. Так, и четверг у нас еще по Австралии болот экен. Ой, Австралия буквально, это United Kingdom, да, Великобритания. Да, сильно новость. Внутриваловый продукт чыгат экен, четвертте. Внутриваловой продукт Великобритании 12 деп боюнча, 12. Так, тоже самое, если сильные данные чыкса, мисалы прогноздолгон, допустим, за второй квартал по прогнозу чуть выше прогноза чыкса, 0,5% жогорураак чыкса внутриваловый продукт Великобритании, тогда британские фунты үчүн, анан британский индекстер үчүн тут торгуют британскими индексами, да, тут это хорошо, они начинают расти, да. А если слабее выйдут данных, да, вот этих прогнозируемых данных, тогда наоборот британский фунт и британские индексы будут падать. Так, вот это тоже довольно сильно новость. PPI, индекс производитель PPI, то есть промышленность боюнча инфляция, да, тоже жакшы данныйлар чыкса, мондан жогору доллар обычно өсөт, алтын түшөт. Если начар чыкса, бул прогноздон ниже, анда наоборот алтын өсөт, доллар өсөт. Алтын өсөт, доллар түшөт. Так, ну, вот это не особо, каждый день вот это входит, базовый индекс. Ну, это тоже ничего такого прям влияния сильного нету. Хотя трехзвездочные новости вроде бы. Я и байкагам эчтеке деле жок. Мындай таасир. Так, все вроде бы. И основной акцент биздики геополитика, баягы Иран менен США ортосунда, да. Кандай болот, кандай жыйынтык чыгабы, жакшы жыйынтык же жаман, кайра уланышы мүмкүнбү конфликт дальше. Ошого карайбыз да. Алтын, форекс, то есть валюталарда, фондовый рынок ошого жараша жүрөт. Так, индекс долларды карап көрөлүк. Сейчас. Так, индекс доллара, дневной таймфрейм получается. Не үчүн биз дайыма индекс доллардан баштайбыз, анткени бул эң основной валюта мировая, и ушул валютанын курсуна жараша бүт рыноктор жүрөт. Бул түшсө, рыноктор тоже в зависимости от корреляции же түшөт, же өсөт. Так, индекс доллар, бул получается жумада биздики, жумада пятница, да, вот пятничная свеча, вот прям, восходящий канал, долгосрочный восходящий канал, прям уже нижней границасына келип калыптыр, ушу менен жабып калыптыр, да.
индекс доллара. Так, до этого у нас вот этот уровень был сильный, 100.5, 100.3 ушел, ой, даже чуть ниже. Ну да, 100.3, 100.5, да, плюс-минус ушел исторически, ушел көп жолы ушул жактан индекс доллар түшүп каждый раз продажа болуп аткан, да, ошону тийише албай, андан кийин тешкенден кийин вроде бы закрепился вот здесь вот прям свеча денелери менен чыкты, бирок мындай неудачный эле пробой болуп турат да, бияктан вырастет этип, пока анан кайра түшүп кетти. То есть неудачный такой сложный пробой был, да, можно сказать. Не смог удержаться, в общем, выше вот этого уровня 100.5, да, и даже пробил вот этот уровень 100.17, да, 100.15. Вот, ой, даже вот этот уровень, да, 99.75. То есть, получается, азыр, прям чачтын учундали азыр жүрөбүз. Есть такое ощущение, что, мол, уровеньди пробьет, мол, каналдын уровеничи. Так, если только какой-то терс жаңылык Иран боюнча чыгып калбаса, кайра там же сейчас Саудовская Аравия кушулуп атат, Йемен, дагы эмне, Оман, что ли. Вот, ну, в общем, несколько ближневосточных стран согушка ввязываться этсе, анда начар жаңылык болуп калат да, золото үчүнчү, а доллар үчүн жакшы, наоборот, так. Сейчас у нас, ну, сценарий у нас такой, вероятности больше, конечно, на шорт я вижу, был, получается, мой канал, эртең понедельникте бирок слабыраак болот, конечно, рынок волатильности азыраак. Возможно, ушул жерден, ушул каналдын ичинде эле могул мындай кечке бакайыпте жүрүшүбүз мүмкүн да, чайнагычы могул жерден, ну, максимум он может удариться, там, я не знаю, 100.20, вот до сюда, не знаю, 100.5 вряд ли. Вот, короче, я так, либо вариант такой боковичок затяжной, да, в течение дня, понедельник, возможно, только американский сессия, там кечинде жети. Так, возможно, какое-то движение вниз увидим, да, вот здесь вот у нас ближайшая поддержка, она получается 98, где-то 98, что там у нас, 98, 93, да, плюс-минус. Так, и что у нас еще? Так, дальше. Ну, если мы имеем до удержания клалбасан, да, то у нас, сейчас, подождите, агачейндеги уровни бар, да? Сейчас посмотрим. Агачейн, да, и көрүнүктүү сразу уровеньге коюп коёбуз. Так, вот здесь у нас есть 98 500, есть агачейн, да, түшүшү мүмкүн, да. Ну, до сюда пока көзүм жетпейт, в ближайшее время посмотрим. Уж понедельник не очень особо такие движения жду. Вторник, среда күндөрү күчтүү жаңылыктар чыгат, достаточно тоже могут повлиять, да, на дальнейший доллар. Если они выйдут сильные, то тогда доллар, возможно, ушел жерден эле, ну, плюс-минус, ну, может быть, отсюда отскочит, либо чуть кетип астына, канал астына, да, и плотный пробой болуп кайра резко волатильный узун зеленый свечалар менен кетиши мүмкүн. Бирок максимум я не думаю, что он прям так сильно улетит, потому что у нас слабые данные вышли на прошлой неделе и на этой неделе. Рынок труда и слабый чыкты, и этот нон-фарм слабый чыкты. Поэтому пока будет продолжение шортового рынка, индекс доллара. Так, сейчас посмотрим. Ну, индекс доллара ылдыйга түшсө, могу параларды я тоже буду шаркить, да, вот эти USD-CAD, потом USD-JPY, то есть доллар японской иены и доллар швейцарский франк. Буларды шорттойт, потому что булар тоже вроде бы шартовый тенденцияны көрсөтүп атат. Мына мисалы, вот доллар канадец дейт, так, доллар канадец. Что у нас тут у нас? Хотя он до этого он вроде бы вот этот вот нисходящий канал сломал, вроде бы закрепился, да? Вот если вот так взять. Так, сейчас вот здесь вот у нас раз касание, два касания, здесь касание, касание. Могул жактан вроде бы закрепление болду, могул эмеден көрөсүң, каналдын могул жагына чейин түшүш мүмкүн да, ушул жерден анан көрөбүз. Если вот здесь реакция будет 1.37 760, да, реакция будет на покупку, вот тогда есть вероятность, что отскок, да, но на недельке посмотрим, еще общий тренд, по-моему, был имя восходящий был керек. Так, общий тренд. Ну да, на недельке он у нас уже сломал. Вот здесь вот последний минимум был. Здесь у нас слом был, здесь тоже слом был. Здесь, ну, правда, вот здесь, да, вот здесь боковик, боковик. Пока был уже определенный имидж уокен, тренд уокен по этим углам, вот видите, исторически. Здесь было прям ровно. Бияктан бияка чейин түшөт, кайра минимумдан максимумга чейин, кайра ушул минимум, кайра максимумга чейин. Ну, боковик вообще прям определенный конкретный тренд жок. Могул жерде тренд конкретный видно, да? А так, если смотреть вот так вот, более-менее глобально, чуть-чуть, ну как, отсюда, от этих минимум, да, на кичинеден көтөрүлүп атат, да, правда, вот здесь боковик, азыр боковиктен бир жагына жарыш керек да, же үчтүнкү жагын, же астыңкы жагын, да. Бул эми индекс доллардан көз каранды, эгер индекс доллар каяка кетсе, өйдөгө кетсе, бул анда жарат, могул боковикте өйдөгө кетет. Сейчас давайте тогда более ближний мындай горизонт посмотрим, это карабайлы сейчас. На что у нас так на этом? На дневке, если смотреть, мы посмотрели, в принципе, у нас здесь, ну, ничего интересного по USD-CAD, да, сейчас ничего такого нет.
уровень. Буну просто индекс доллара карап эле ачыш керек. Если индекс доллар даже түшүп баратса, анда могул уровеньден кичине мындай, возможно, бакайып болуп, мындай өйдөгө коррекция бериши мүмкүн бир аз эле, чуть-чуть. Я не думаю, что профессионал. Кайра эле ылдыйга күтүп атам да буну көбүрөөк. Кстати, өткөн жумадагы прогноздордун, наверное, 90%, если не больше, 100%. Туура чыкты да баары. Практически. Как говорится, себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Я так просто посмотрела, как отработали вот эти инструменты, там золото, нефть, пары основные посмотрела. Так, что еще? Герсорок, по-моему, я забыла. И биткоин, по-моему, забыла сказать. Вот это жумада бирок эти я айтып нерселер правильно чыкты, да? Так, давайте тогда дальше посмотрим. Так, по USDK, пока ушул каналдын эмесине эле границасына келип, жары же бир же бул астына кирип кетип, анда уже дальше кетип, нижняя граница. Ну, то есть вот здесь ближайший у нас поддержка, потом тут у нас есть еще другие поддержки, да, здесь. Вот тут давайте вот этот большую поддержку возьмем, вот здесь даже может быть. Это очень, до сюда очень далеко идти. Вот ближайший вот здесь максимум я хочу еще мүмкүн. Сейчас пока ушундай шортку, да, көбүрөөк. То же самое USD JPY, доллар, японская иена. Буну мен да шортку көбүнчө көрүп атам. Так, доллар, японская иена. Загрузка көп болуп атат меники. Интернет слабый болуп атат да. Так, USD JPY дейт. USD JPY. Булай аябай страшно жүрөт да. Көрдүңбү, коррекциялары страшный. Могу коррекциясы, могу коррекциясы. Болсо уже я тут вижу нисходящий каналдан, восходящий каналдан бул чыгып кетти уже прям конкретно шорт поле көрсөтүп атат. Сейчас более точнее нарисую. Так, USD JPY. Негизи буга лучше могу парага кирбей эле коюш керек да. Бул аябай резко кирсе кирет же резко түшүнүп, көбүнчө вот такие резкие проливы болот да. Лучше кирбей эле коюш керек. Я вот, например, сама уже давно на этой иене не торгую. Поначалу торговала, когда она более-менее спокойно ходила. А сейчас вот если вот так взять, каналдын границасын отметить, смотрите, вот чыгып кетти уже, астына кирип кетти да. Вот такое ощущение, что бул дальше ылдыйга кетет да. Бул өтө эле исторический хайга мына. Исторический хай у него 163 беле. Вот этот 163 900 даже. Мурунку исторический хайдан ашып кетти да. Өтө эле өсүп кетти да. Поэтому неудивительно, что коррекция идет. Ну, на японской иене, если хотите торговать, только вот эта граница каналдан карап туруп, эгер мынтип каналга барып, бирок мындай просто регресс болуп элечи, барып эле анан ушул жерден мындай свечалар берсе, вот такие медвежьи, да, сейчас типа вот такие медвежьи свечи, ложный пробой, да, там мындай же ушундай сыяктуу үстүнөн узун фитилдер чыккан эмелер, медвежь свечалар болсо, анда дагы ылдый кетебиз да. Так, и тут у нас может дойти до, тут нижняя граница у нас 156 300 плюс-минус, и даже может упасть до 154 500 где-то примерно. Да, может сюда даже упасть. Вот, так примерно, да. Ой, это у меня, вот до сюда. Второй вариант, конечно, тоже лонг деле болушу мүмкүн, эгер могу каналды пробитие кылып үстүнөн бекилип калса телом свечи, да, желательно мындай 1 сааттык же 15 минуттук свеча менен, тогда уже есть вероятность, что өйдөгө кичине кетет. Но я не думаю, что прям уже мурунку исторический хайда обновит. Потому что, кстати, Банк Японии, доллар, то есть японская иенаны эметет экен, укреплять этит. А если будет укреплять, то вот эта пара USD JPY будет дальше падать. Вот ушундай, да. Так, USD CHF тоже самое. Бул шортколя караткан вроде бы. У меня сделка была по USD CHF. Немножко рискованная была, бирок почему-то ломку кирген, ушул. Не помню, по-моему, чуть не помню, она отработала или нет. Да, она чуть-чуть. Мындай кичинекей эле лот менен кирип койгон, вот эле неме болгон жок. Вот. И, короче, эту сделку я еще не закрыла. Жүрөт. Давайте сейчас смотрим. Мен буну ломку рискнула, хотя больше вероятность была на шорт. Там, не знаю, из чего я лонг открыла. По-моему, индекс доллара еще аткан. Кичине лонгдо коюн деп атканда, анткени уровеньдерден бул аз коп берип атканына караганда бул дагы кичине өсөт деп дегем, да. Плюс еще здесь немножко такая пробойная эме болот, как сказать, такой пробойный канал или это как, не знаю, возможно, көрүнөт. Так. Здесь у нас вот эта нижняя граница и верхняя граница. Вот это. Нет, все-таки был наоборот ниже. То есть я так смотрю, бул деле тоже долларный индексине жараша. Бирок бул могул эме каналдын үстүнөн бекип калды, могул жерде да канал бар. Бул канал үстүнөн бул прям жакшы бекип калды, да. Можно и так взять, вот так с этого. Если верхнюю грань прям отсюда. Лучше так, наверное. Вот.
Получается, мол, верхний, ой, то есть, мол, граница на верхней местной чукеты, укрепление упал. Азыр, мен пандемия говорю, пандемия ертең менен Азияда вряд ли, ну, же Лондон, Америка, Лондонда, же Америкада кечинде түштү лондонский сессия баштаганда кичине движение башталды. Ошондо ушул могу границадан 0,80-440 бул жерден эгер ылдый түшүп кетсе, анда дальше жол ачылат, могу эмеге чейин. Ну, сперва вот это 0,80-125, да, и следующий у нас вот здесь, да, уровень есть. Так, ну, то есть получается прям каналдын границасына чейин түшүп. Так, сейчас есть у нас уровень есть. Сейчас плюс-минус, давайте нарисуем уровень. Ой, вообще, зачем мне этот лишний? Вот это, да, уровень, правильно, нормально. Так, плюс-минус где-то 0,80-0,40. Если он утечь писался, да, дальше гипотеза есть, мол, вообще даже, да. До... Так, вот здесь тоже у нас есть. Хороший уровень, здесь отскока. Ой, это что за уровень? Ну ладно, вот, в общем, вот этот 0,8, 0,79, 150 плюс-минус 0,79, 0,79, 30, да. Вот, ушунда нам это скорость реакции. Ну, скорее всего, здесь этот, вероятность есть, да, выдыва дальше. Да, потом. Так, давайте анда имею только золото, да, у нас золото. Так, золото. Золото неожиданно резко ускорит. Хотя, мол, накопление, я подозрительно вот, да, вот это все накопление, получается, с июня начиная до этой недели, да, мол, коробочка, да, был уже, жумада, там резко чукиты, вторник слабый данного чекалы по рынку, нам коробочка, мол, флэт тыджарды свеча, получается так, это у нас было 5 августа, да, вторник, как раз рынок, который, да, помню, вышел слабый, да, по Америке, поэтому золото резко вырос. Вот. И мало того, что вышло, еще укрепилось, видите, кийинки свеча коррекционная фузыл, даже түшкөн жок жакшы. Мындай негизи түшүп кичине могу коробочка, она могу границасы кичине тип ретест кылып анан видео кетиш керек. А бул даже импульсивно зеленый свеча менен кетип калды, это говорит, что покупатель сильный у нас. Так, ну, глобально у нас золото, ну, здесь у нас немножко уже первые признаки восстановления пойдут. Вот глобально тут шартовый у нас был до этого. Анан бул жумадан баштап резко уже на укрепление упалды. Вот. Ну, вот это первое сопротивление, мол, жумада, эртеңден баштап, смолга, гомон пушус керек. Биринчи до этого на 4200 было сильное сопротивление. Ну, тише жаткан история, да? Да, бул жерден түшкөн, бул жака чейин жетип, кайра түштү. Здесь плюс-минус ушу зонадан тоже жетпей түштү. А после того, как пробил 4200, уже жол ачылды до 4360, да? Даже если вот, эми вот это сопротивление 4360 кандейн тегерден көрөбүз. Если эгер сопротивление өйдө бекилип калса 15 минутта же 1 минутталык свеча менен, да, ой, 1 минутта да, 1 саат свеча менен өйдө бекилип калса, вот такие нормальные зеленые свечечки вот с длинными хвостами, да, желательно. Вот выше вот это 4360, 4370. Тогда есть вероятность сходить дальше до... Так, следующий у нас уровень, где у нас очевидный уровень. Так, ну 4400 должен быть, 4400. Кетчинели алды на 4. Ой, это где у нас? Вот здесь аж. Совсем чуть-чуть осталось. 4400, да? Вот. А на ДТЧ тогда 4500. Ну, даже вот сюда промежуточный уровень ДТМ, кичерек таймфрейм абсолютно, если по крупному брать, то 4500 где-то вот здесь. То 4500 человека, да? Так, вот. А второй вариант, если вот этот уровень D 4360, 4370, эртең карманалга кирип кетсем, да и сааттык свечалар, 15 минуттук свечалар, медвежий свечаларды тартып, в принципе, вот здесь, ну да, здесь толком эле медвежка болгон жок, поглощение жок, да, бакта. Да, есть вероятность, что она может пойти дальше. А так желательно последний восходящий зеленый свечаны, кызыл свеча jutуп салса, то есть размери менен чоң болуп, 2-3 подряд кызыл свечалар монтип түшүп кетсе, анда была вероятность көбүрөөк ылдыйга, да. Ну, понедельник, завтра утром посмотрим. Сегодня түнгө карай, то есть это на понедельник карай получается у нас 4 утра, да, откроется. Посмотрим. Так, есть вероятность. Немножко скорректироваться он может до 4. Ну, если давайте по фибо растянем. До 4300, где-то плюс-минус 4300 очень түшүшү мүмкүн. Вот. До 4300 дан байкап көрөбүз. Если ошого чейин түшсө, так, 4300, 4295. А если ага чейин түшпөй эле, так, допустим, на мол жерден эле застрянет, вот здесь тоже маленький, но не очевидно, но есть уровень, тогда есть вероятность большая, что дальше пойдет пробивать вот это 4360, да. Так, нам желательно увидеть вот здесь вот такие свечи, да, чтобы она пошла дальше уже такие нормальные свечи, бычьи свечи с длинными фитилями снизу. Тогда у нас есть вероятность пробить видео. А если наоборот у этого уровня монда киркетсе свечалар, тогда у нас вот эти вот медвежки такие. Вот. Ну, такие свечи, да, вот типа вот такие там. Либо вот такие с длинными фитилями, да, вот здесь тогда есть вероятность сюда спуститься до 4300.
Так, золото. Что еще там по евро, да? Основная валюта у нас европейская. Давайте посмотрим по евро. Нефть, так, у нас... Что у нас там по евро? Так, ну, евро тоже биздики бекил қалды, не доллар, аябай алыс болып қалды. Слабые данные вышли по Америке, поэтому у нас евро башен көтеріп қалды. Евро биздики, мына ключевой поддержкадан 1.14 600, 1.14 500, да? Ну да, плюс-минус. Ушел жерден, был даже удержалась. Мало того, что ой, то есть она кеткен жоқ, да, короче, так, на этой неделе у нас, вот сколько она у нас уже держится? С 30 июля выше вот этого уровня держится. С 30 июля, да. Уже неделю как держится, получается. Вот. А так до этого у нее тоже хороший молдерден. Так, отскок, да, вот здесь чакшили отскок. Тут история, да. Здесь у нас отскок был, а здесь тоже отскок, здесь, да. Вот, ушел жерден удержалась, поэтому и плюс еще слабые данные вышли по доллару, поэтому удочки. Ну, по я только ломку беру там пока. Ломку, ближайший уровень биздики 1.16 100. Вот, 1.16 100. И следующий он даже может дойти до, ну-ка сейчас посмотрим, до 1.16 700. 1.16 700 и так, дальше даже 1.17. Сейчас, подождите. Где-то вот тут у нас уровень есть, очевидно, более-менее. Так, вот здесь у нас реакция раньше была, здесь у нас была, здесь у нас тоже отскок. Да, да, 1.17 200, 1.17 215, плюс-минус ушла чем то. Вот, вероятность говоря Куланко, да, вы уже давно уже чеките, канал там уже. Так, что? Нет, не сильно прям так пробился, да, за канал. Лучше дали тур. Да. Вот, здесь у нас получается, да, у нас на границе стоит, оказывается, канал, вот верхней грани. Ну, то есть, получается, вот здесь тогда понедельник, где лучше шашпай байкаш керек, да, ну, верхней границы канала, пока еще бекет қалған жоқ. Ну, вероятность, говорю, что он дальше пойдет, укрепление. Либо здесь может вот такие эти нарисовать, вот, то есть боговичок болып, она уже быстро видит, да? Ну, уровень вещи труп. Если он закрепится над этим уровнем, тогда уже дальше буду уверенно часа по тонку. Так, вот здесь надо дождаться, да, у каналда келіп, ананы ретест қылып, примерно плюс-минус 1.15 300. Так, ну да, где-то 1.15 480, 1.15 340 вообще примерно каналдың. Mesela başkартоф уровень кетпесе эле астанан, да, үйдө кетебиз, да. Так, есть вероятность, кое конечно, видео, да. Ну, пока доллар слабый, я думаю, евро воспользуется. Так, ну и второй вариант, если вот он вот здесь не удержится, то есть вот это просто как ложный пробой был легеров, неудачный хайрасный киркице, там великие, мощные бычьи медвежьи с пчелами, он да, есть вероятность дальнейшего снижения, ну, по крайней мере, мы в ближайшем лечении, он тот мен чувствую, ну, возможно, даже до сюда, ну, пока я беру по там, что евро 4 было повода, чего-то. Так, британский фунт у нас тоже, по-моему, как евро, он даже сильнее. Ну, была корреляция с ими, да, что евро менен британский фунт, корреляция с ими. Так, у меня начал, у меня тут 102 объекта я все удалила. Так, британский фунт у нас здесь прям вообще конкретно видео характер туатат. Здесь он у нас получается такой плавный восходящий канал, вот это, да. И тут у нас что еще есть? Ну да, у нас здесь видео характер пока. Здесь у нас так, сейчас. Ну так, локально у нас, локально, потом глобально у нас пока в мире. Сюда. Вот видите, он тоже за вот это трендовая линия тоже уже до этого отвечал ваджатыле, улам здесь тоже, ну, то есть пробил, но неудачно, да, какая-то здесь уже пробил, вроде бы закрепился, бекрепалды, да, мол, трендовая линия начинает прям телом свечей. Так, есть вероятность, пока у нас доллар слабый, 1.35, да, ближайший у нас уровень, более-менее сильный такой уровень у нас, где раньше по истории была реакция, вот этот у нас 1.35 600, 1.35 600, вот здесь у нас было тоже пробитие, это, да, здесь тоже у нас ложное пробитие, опять еще и так далее. То есть здесь у нас сильный уровень достаточно, 1.35 595, 1.35 600, вот сюда есть вероятность, так, ну и дальше там уже, так, здесь у нас плюс-минус вот это, да, 1.36 500. Плюс-минус 1.36 450. Вот. И второй вариант тоже не исключаем. Рынок-то все может быть. Это у нас понедельник ертеңнен слабый работа. Если только Лондон сессия, да, что я вошла в акции, не движу. Тоже так себе.
Ну, я думаю, что в понедельник он завтра чуть-чуть активность покажет, может долететь до сюда. Если мы вот жерден, он да свечала чарсать, типа вот такие вот медвежьи, да, у нас вот типа вот с вот такими длинными фитилями, да, вот такие свечи с длинными фитилями. Вот здесь вот тогда без моего чуть-чуть, да, до вот этой вот трендовой, либо, да, вот здесь вот уровень тоже пар. И ушел жерден, возможно, отскок, скорее всего, да, ушел жерден 1.34, 200 примерно. Вот, ну, я жду, то есть вероятность больше, конечно, на пробой вот этого уровня и дальше. Так, потому что у нас, видите, прям минимум у нас все выше и выше, да. Так, ладно, британец. И что у нас еще? Ну, вот эти аут, НЗД, я думаю, ну, куларты я тоже все торгую, я думаю, особо таким интересно не будет. Так, давайте по нефти посмотрим. Нефть у нас, нефть меня торговать цене долегло, тоже интересный очень инструмент. Так, нефть бойынша биздики пока у нас нефть падает у нас, вот видите, планомерно түшүрүлөр атат, максимумдар все ниже, ниже. Анткени биздики кичинекей надежда пайда болуп калды кайра о договоренности о перемирии, да, между Ираном и США. Так, что еще? Ну да, вот это основное, да, что повлияло на падение нефти. Плюс доллар у нас еще тоже слаб. Так, ну пока у нас я думаю, что здесь у нас есть, да, вероятность снижения дальнейшего. Так, здесь у нас, правда, мы каналдан местный крикетер, фактор, так, здесь у нас. Ну, я же ожидаю, что дальнейшее падение у нас так здесь. Жизнь, ну, вот туда-сюда вряд ли. В ближайшее время где-то, давайте на все более сценарий 74. Так, и вот здесь 72, 71, да, 71. Вот, что очень чемпион. Но если пробьет этот 71, надо дальше, да, что то 67,5. Вот здесь вот у нас тоже уровень есть. Так, потому что мы жерден, видите, у нас нефть не смогла пробить. Она бьет джоулы, джоулы. Вот бүгүндө ертең началат, рынок урусло. Вероятность слабенько вот это өйдөгөч. Ну, если начать жаңылышып кылса, кайра там бири-бирин атакалашып, кайра друг обвинения, да, там еще если хуситы, вот эти Йемен, Оман, там, что еще, Саудовская Аравия вмешательство, тогда, конечно, нефть все, да. Вот, потому что поставки по нефти начала калат, нефть начнет дорожать, соответственно. Так, да. В общем, понедельник, завтра посмотрим по ситуации, если у нас рынок вот этого уровня, так как вот этого уровня дальше можно пробить ЛСА, да, дальше какие-то. Ну, максимум я ожидаю до, если плохая новость выйдет сейчас, так, сейчас, подождите, где тут у нас уровень был? 84 плюс-минус, да, 85, так, ну, где-то, да, 85, 84 900, и если бы, ну, мол, жерден если отскочит, то 85 сперва, и если бы он 1000 часов уверенно, да, без кем-то, чем уверенность, зеленый человек, да, анда, так, у нас 91, по-моему, был уровень, так, здесь 90, даже 92, да, 92, хотя не очень. Вот, ну так. Нефть именно чисто от политики сейчас зависит, да, теханализу, я не знаю, особо көп ишенбеш керек. Кыска скальпта внутри дня иштеп койсо болот, бирок эми эгер 2-3 күн бир жума кармайм десеңер, анда Иран менен SHAнын ортосунда эле геополитикага байланысып новостиге. Так, сейчас у нас индекс, да, основной индекс S&P 500, давайте индекс S&P 500 посмотрим. Самый наш главный по фондовому рынку, да. Так, на дневке у нас тоже мы видим, здесь у нас довольно мощный отскок от вот этого уровня 7300. Так, до этого тоже был довольно сильный отскок от 7300, он даже его пробил, возле того, да? Так, здесь поглощение. В принципе, да, пока был үйдө бөлө күчтүү көрүнөт. Бул пока лонговый зонада. Пока түшкөнгө особо деле эме көргөн жокмун. Возможность. Бул только мындай эле тарпаса эле, могул жерде, видите, у нас медвежья свеча появилась. Ну, тут очень маловероятно, конечно, что прям вот так вот он упадет немножко даже до сюда. Я не думаю. Скорее всего, понедельник. Кстати, S&P 500 был только понедельник, американский рынок, если начала, жети да, geçindi. Скорее всего, был дальше кидает, да? Так, вероятность есть побольше, то, что на лонг 70% вероятность. Если только мы этот резко түшүп кетпесе, ну, то есть максимум главное обновление выбаса, то есть жаңыланбай калса, да, могут чейин түшүп, и ушул жерден желательно тоже вот такие свечи медвежьи мы должны увидеть. Если хотите более уверенно в шорт зайти, там, чем больше таких свечей у нас медвежьих, да, красных, тем лучше, конечно, более вероятность будет повышенная. Вот такие большие, с большими фитилями. Ой. Вот, тогда вот здесь вот ушел Джаптан, это получается 7, сколько у нас цена? Плюс-минус 7 570, да? 7 570. То есть тогда вот есть вероятность, что вниз пойдет.
Но здесь тоже нужно сразу не залетать, даже если свечи увидите, пусть они зайдут вовнутрь, потом они опять, тут у нас еще канал есть, нисходящий же, да? Вот, ушул ичине кирип, анан кайра ртс кылса возврат, да, и ушуну кеше албай калса, ушул уровеньде 7560, тогда вот есть вероятность большая, что у нас пойдет вниз. Ну, до ближайшего уровня хотя бы до вот от 7300. 7300, дальше у нас что-то, ну, короче, 7200 и так далее, да, здесь даже 7100, да, вот. Ну, да, пока по S&P 500 выиграл, конечно, лонг поэтому, Акине искусственный интеллект, основной у нас драйвер, то есть основной локомотив, который тащит вверх, да, и NASDAQ тоже вверх тащит в основном искусственный интеллект. Хотя NASDAQ, он более, видите, этот, волатильный, да, гибкетты, коррекция, жақсы гибкетты, бирок ол жақтан жақсы довольно мощный отскок болды мына. Здесь у нас хорошие такие эти, да, поглощения видим, вот зеленая свеча поглотила красный. Так, и видим довольно мощный отскок, то есть вероятность очень большая, что она пойдет у нас дальше. Куда пойдет? Пока не знаю, вообще не знаю куда. Тут 31 тысяча вот этот, но он уже почти достиг 31 тысяч. Ну, возможно, до 31 500 в ближайшее время. Так, возможно. Ну, пока буну лонко, но здесь прям текущее значение дан келгенге болот, это 50-ка кирип туруп, 400-ка назывательно чоңураак таймфрейм 50-400-ка. Ошол жактан силер именно коррекцияны күтүшүңөр керек, да, S&P 500 менен и NASDAQ торгует, ичине коррекция болуш керек. Могул жактан где-то плюс-минус ушул зонадан, вот, мы должны дождаться, должны дождаться вот отсюда вот реакцию вниз немножко и где-то вот зона интереса. Тут у нас, ну, снятие ликвидности, плюс какие-то сейчас вот то есть, возможно, здесь какие-то имбалансы, вон кичерек таймфрейм, он бишь там имбаланс, либо, возможно, здесь ордер блок зона, какой-то зона интереса, это фотошин бара, реакция берсе, да, курс да, возможно, модули снятие ликвидности, чему снятие, чему когда снятие ликвидности, ну, у нас на чечеп стоп-лост, она гетшинку, да, вот. То есть нужно ждать обязательно точку входа, а не так залетать на больших вот этих зеленых свечах. Так, лимит коробушки, тем более зато уведомление коробушки, и все, вот это нажимаете, ставите определенный, например, хочу зайти вот там, не знаю, 29 500, как классно коюсунар, создать такой сценарий, и все. Ушел келгенде сообщение берет. Так, и Get 40, тоже мой любимый индекс. Правда, в последнее время групп торговать это алгоритм был менен. Вот это у меня сделка, это на этой неделе было, то ли когда это у меня было, да, вот получается в среду. Шартовая сделка, минус у меня 9, это у меня такая, ну, честно говоря, чуть-чуть глупая сделка упала. Это моя реальная сделка была. Я знала, что, вот так я это точно помню, что, мол, трендовая линия течь, и вот здесь я видела, скорее всего, потому что был уже, никогда был уже вообще исторический хайды, исторический максимум был уже обновлять кеткен, да, давно, исторический максимум был у нас 25 500. Он уже на обновление было, и еще второй раз вот даже вот это обновление делал. Вот, поэтому он кого вдруг надо было, да, сейчас на зарядку поставлю. Так, ну, то есть пока bunun эмеси түшүшүнө көзүм жетпейт жакын арада бул болсо дагы эле весь индекс у нас и S&P 500 индекс, и NASDAQ индекс, и там еще какие у нас английский индекс, французский индекс, они все растут в основном за счет искусственного интеллекта. Так, в них очень сильно верят инвесторы, и чоң акчалар салып атышат. Вот здесь вот внутри индексов, вот этих ГЕР-40, ФРА 50, европейских индексов, американских индексов, там очень много технологических компаний, которые вкладываются в акции, поэтому пока будет расти. Ну, я же говорю, только сейчас азыркы бааны эмес, а вот чуть-чуть поменьше таймфреймден какой-то бир зона интереса тапла. Интереса дегенде мени билбесеңер, да, можете на мастер-класс приходить. Кстати, 15 августа будет мастер-класс. Там тоже про зону интереса, я еще более подробно значение, да, как я торгую, как захожу, с чего я исхожу. Вот ушундай зона интереса, как типа вот такие вот ликвидности, либо вот зона ордер блока, да, вот здесь вот, например, зона ордер блока, шуларды караем тоже, они прям четко тоже работают. Либо там какие-то имбалансы, вот здесь вот эти челсы, да, вот здесь тоже огромный имбаланс, тоже четко работает. То есть ушел зона интереса такой. Все, ушулардан мен күтүп алам, баарын белгилеп коюп, баан уведомлениясын коюп коем, болду ушу менен лимитка коюп коем, ошону не істейм, да, так. Все, зона интересен карайсыңар. Еще биткоин остался, да, последний. Так, биточек у нас. Биточек тоже на прошлой неделе в воскресенье проводила. Вебинар говорила, что вообще был глобально был в шорт-поле. Да, лечь пока чуть-чуть у него есть.
какие-то маленькие попытки, конечно, из-за того, что у нас немножко перемирие, там договор, чуть-чуть попытки переговоров Иран-США, да, он немножечко воспрял духом, но я на вебинаре говорила, что вероятность есть, потому что вот у нас, когда это было еще, получается, вот эта коробка со 2 июня уже идет, вероятность есть, то, что вот эта коробочка, боковик у нас, он уже довольно долго держится, тем более мой верхний уровень поджимания был вот так, и такой наверх такой уровень, поэтому есть вероятность, что у нас больше пробития было, да, но если только будет новость хорошая, да, частично, перемирие, там, туда-сюда, с нефтью проблемы поставки закончатся. Вот, и, ну, как бы, предполагала, что будет, скорее всего, будет сильнее, да, на рынке идет. Но пока еще слабо, очень слабо смотрится надо, потому что сейчас, ну, нисходящий челом, глобальный канал, да, еще человек нам, челом нисходящий канал, да. Прям на границе брат, это, да, такой суббота, воскресенье, видите, дельтик сода, был он Джокмана, у нас получается очень слабая волатильность, объем очень маленький. Завтра понедельник, кичина живому пошла, особенно кичина американских исследователей. Вот, уж он думал, нисходящий канал верхней границы на чуть сделка и сделка стакон ценалась. Тогда есть вероятность, то есть она еще даже не уверена быть такими большими часовыми, либо 15-минутными хотя бы свечами, такими нормальными свечами чипкинце, да, есть вероятность, мой уровень пробьет 67, 67 400, 67, подождите, сейчас, по-моему, ну, сейчас точно нарисую. Мол, сильный уровень. Берите, мол, уровень до 1000 рек, мол, там ближайший 66 950, да? 66 950 и 1000 рек, 66 720, 66 950 плюс-минус. А нам видим потом, она успешно тишкин винди, конечно, так. Так, сейчас, что где-то у нас 60, нет, чуть-чуть ниже, где-то вот здесь вот 68 400, плюс-минус, вот здесь у нас тоже реакция была. Так, здесь у нас пробитие, здесь у нас, ну, он не такой, да. Здесь у нас отскок, здесь пробитие, здесь тоже отскок. Так, ладно, давайте, вот этот 68 400, что надо уверенно тишься, да, уже более-менее уже без этого, да, что у нас будет попытка разворота, да, видео. Ну, только, в общем, канал начинает чужой, есть большая вероятность, что дальше пойдет вниз. Ну, канал начинает, плюс еще вот этот сопротивление, ну, пока тысяч меньше, мол, 66 600 пока тысяч меньше, есть вероятность, что будет откатиться. Но тоже это зависит больше, конечно. Пока есть риски, да, войны, у нас скрипта китайский инвестор варсалвай, да. Говорит, подсказка, что рисково китайда, на аргументе фондовый рынок, золото, долларовый актив салат. Вот. Так, ну, здесь у нас, так, если ты еще туран болсов, панденте на этом гроз, если мы уровень дефишавай, который я говорила, 60, сколько там говорила, ну, в общем, да, был следующий уровень у нас, что там у нас. Так, вот этот ближайший уровень. А нет, там ближайший уровень бар. GD, плюс-минус вот эта зона. 61 900, ну давайте где-то 62 500, да, 62 500. Здесь 62 500, тут 1000 сверх. 62 500, 62 300 точнее. Так, нет. Да, 62 500, 62 300, 1000, она уверена, мол, и все эти чужие ченги есть, да? И там дальше уже, вот здесь уже есть уровень 54, даже 830. Вот. Ну, сейчас вот посмотрим на этой неделе. От Ирана зависит США, что у них там будет. Есть какая-то мало-мастер надежда пойдал пасан, да, удар тачки, да, выделил какие-то там особо, но где-то ближайшая цель, так, у нас, как мы говорили, вот это у нас первая цель, да, 56, так, 56 600, да, потом вторая у нас вот это сопротивление, 68 500, и, так, где-то плюс-минус, очень уровень. Здесь вот 71 570 плюс-минус 71 500, да? Вот это у нас уровень, ну, то есть вот так вот дальше где-то, да? Дальше. Кстати, мастер-класс 15 августа в субботу, вот мастер-класс, приходите, там я более подробно расскажу про свою стратегию. Я вообще миксую, у меня несколько стратегий, 50 стратегиями сочетать. И там и фундаменталы, и смарт-мани, и прайс-экшн, и ICT, и СНР-зоны сочетаю, и плюс, ну, то есть рыночная ситуация Адираша, да, и плюс еще классический теханализ. Вот. Ушел стратегияларын барын аралаштырып, именно рыноктун учурдагы ситуацияга жараша колдоном да. Кээде только смарт мани чисто колдонуп көбүнчө ошону колдоном да. Смарт манинин жанагы снятие ликвидности, там имбаланс и ордер и все. Кээде классика кээде, ну классика реже, конечно, то есть паттерны, трендовые линии, уровни горизонтальные, а кээде прайс экшен чисто свечной анализ. То есть очень индивидуально, да, по
конкретному инструменту, по конкретной ситуации ушинтип иштеп коюп атам. Ошондой. Достор, эгер желание бар болсо, сиз мастер класска келгиле саат 6-да, жок 4-тө башталат, кечки 4-тө 15 августта ВИФада. Адрести дагы жазып коем. ВИФада 8-этажда. Ошол жакта стратегияны көрсөтөм, плюс еще 2 жеңил стратегия для новичков көрсөтөм, именно алтынга иштей турган. Так, такие легкие стратегии, которые, я думаю, даже новичок поймет. Что еще? Ну, вот у меня всего лишь 2-часовой будет мастер-класс, поэтому я там много чего успеть не успею рассказать, но, по крайней мере, самые урунтуучуларды айтып берем. Без воды, там особо так, теорию вот это все, да, рынок трейдинг, там, что это такое, и так далее, я не буду рассказывать особо. Суроо барбы? Өзүңөр көз карашыңарды, суроолоруңарды бере бергиле. Микрофон жандырып. Улкан, тиги золото, возможно, геп менен да ачылып калышы мүмкүн понедельник. Так, золото сейчас посмотрим, геп менен. Так, сейчас золотишко у нас, да? Так, лишненько удаляем. Ну, геп тоже возможно, да. Так, у нас, смотри, мол, сопротивление уже 4,370 геп калбады. Ол жерден эми геп менен ачылышы, өйдөгө карай геп менен ачылышы кичине оорураак болуп калат. Анткени могул жакта сильно сопротивление болуп калат. Ылдыга карай геп менен ачылышы болушу мүмкүн, потому что вот здесь у нас должна быть реакция. Вот тут видишь, на истории у нас раньше падение было, здесь у нас наоборот отскок. Вот это у нас зеркальный уровень довольно сильный. Буну сразу прям геп менен атай албайт болуп. Если геп менен ачыкса, то ылдыга карай кичине ачылышы мүмкүн, да, бир аз коррекция берип ылдыга. Ну, вообще-то мен лонговый деп атам да. Сделка ачканга, анан кийин кээде ошондо геп менен ачылганда өзгөрүп кетип атпайбы? У нас вот гэп өйдөгө карай лонг ачылат дейсиңби гэп менен. Вот как здесь, типа, өйдөгө карай, да, вот здесь вот у нас большая. Мүмкүн деп атам да. О, шортко вероятность көбүрөөк, анткени бул сопротивлениеге уже такалып калды, уже бул оңой менен тише албайт болбу. Ну, если только аябай күчтүү покупательдер болбосо, чоң объем менен кирип кеткендер, анда вот так сразу резко большой свечой, вот с большим разрывом откроется. Ну, вероятность азыраак, конечно, вероятность көбүрөөк мындай кичине ылдыйга. Потому что он слишком уже сколько, раз, два, три, 4 недели уже золото растет, чуть-чуть перегрет, да, кичине түшүш керек, да. Вот. Я завтра в понедельник Азияда эртең менен туруп көрөйүн байкап. Эгер точка входа жок болсо, анда эчтеке дебейм. Если точка входа болсо, жанагы эмеге сигнальный каналда сен барсың, ошол жака берип коем сигнал. Так, а так общий группага тоже биякка таштап коем, общий анализ, общие зоны, да, где можно работать. То есть вот эти уровни. Я всегда вот так тимелеп көрсөтөм го, то, что на прошлой неделе чертила, всю неделю, каждый день, да, прогнозы давала, анын көбүнчөсү 70-80% туура эле чыгып атат. Вот, ушундай моундай уровендерди чыгып атам. Ушу уровендерге таймерлик десеңер болот. 4 саатты, 1 күндүк, ну хотя бы 1 саат. Сигналдык каналга кандай кошсок болот? Там получается айына 3000 сом и этот сразу фамилия имеңерди жазасыңар личкама, анан мен силерди кошуп коём. И жанагы ссылка бар, ссылка менен регистрация кылсаңар брокерге, ошол жактан счет ачып. Вот. Силер личкаңар атыңыз ким? Мен личкама жазып койсоңор, мен силерге да подробно айтып берем. Анан эме баштапкы билимиңер бар да. Ооба. Ага, Нурсултан. А так, значит, торговать эткенди билет экенсиңер да, MetaTrader менен, Ооба. Ошо MetaTrader менен соода кылабыз. Көбүнчө алтын 70%, 60% алтын, анан валюталарды кетет. Ооба, мен ооба торговать кылып неме кылгам, анан мен бир нерсени сурадым да, мына жаңы үйрөнгөндөрдө, мисалы үчүн 5-6 ай, 1 жылдачы анан скальпинг кылыш бул жаңы башталгандарга кыйынбы, скальпинг? Ооба, скальпинг не рекомендую да, сунуштабайм новичокторго. Көбүнчө новичоктор ошол кызыгат, бирок ал жакта эме да өтө шум көп да, кичинекей таймфрейм 5 минута менен, 1 минута менен иштешет. Конечно, там тест тапса болот, бирок ошончо тест сливать этип салса болот. Чоңураак таймфреймде ал жакта ишеничтүү да, уровеньдер иштейт, могу трендовый линиялар, ордер блокинг баланстар. Вот. Ошон үчүн скальпинг эми опытный профессионалдар иштей алат скальпинг. Мен кээде деле скальпинг кыла коем, көбүнчө меники интрадей да, внутренне иштейм. То есть мындай 2 саат, 4 саат азырга кармай да. Кээде болот скальп, анткени рынок өтө эме болуп калса, мындай неопределенный, непонятно болсо, то есть как сказать, бывает, вот прям сразу тренд көрүнөт да, багыты көрүнөт, каяка кетеричи, а кээде непонятно болсо же пока жүрө берсе, анда мен мындай эле кыска эле пакеттин ичинде иштеп коем да, скальпте. Вот. Мен мурда скальп кылчумун, 2,5 жыл мен скальпте отургам да. Акчаны жакшы эле сливать эткем. Конечно, аны мен чыгарып алдым, Кудайга шүгүр.
2,5 жыл минуста жүрүп, анан уже кайра 1 жылдын ичинде постепенно восстановление кылдым и уже Кудайга шүгүр плюстамын. Ошол мага жакканы ошол эле, скальпинг эмес, именно интрадей, внутренне спокойно бир сделканы мен мисалы мынтип несколько 4-5 активдерди, көбүнчө ушундай 5-6 активдерди карап чыгам, эртең менен эси мага непонятный болсо, мен кирбейм, анан понятный сделкаларга кирем, мисалы түшүнүктүү сделкаларды коет го. Мисалы какой-то бир определенный уровеньде жүрсө, зона же болбосо ликвидности снимать этсе, мисалы монтип мына могул жакта жыш болуп калган свечалардын мисалы үстүнө чыгып кетсе, вот здесь снятие ликвидности уже кылды деп түшүнөм дагы, могул жерде мисалы кирейин да, или могул жакта минимумдардан тоже снятие ликвидности мынтип бияка чейин түшүп, ушуларды снимать этсе, мен бул жактан кирем. Ушундай понятный сделка болсо мен кирем. А орто жерде или учуп кеткен, кетип калган же түшүп кеткен аябай эмеден мен кирбейм, если зона кирбесе. Вот ошон үчүн айтат го, трейдер 80% убакыт күтөт, күткөндү билиш керек депчи. Только 20% иштеш керек. Мен бирок кечке отурбайм, я просто этот ставлю, лимитка коюп коем да. Ошо силер Нурсултан мастер-класска келиңиздер 15-inde. И дагы кимдер биякта отургандар тоже мастер-класска келмекчи болсо эле. Онлайнда болот трансляция, эгер алыста болсоңор онлайн. Группа аркылуу, Улгантрейд жана общий группа аркылуу трансляция кылып коем. Ошол жактан айтып аткан көрсөткөн нерселери мастер-класстагы баары көрүнөт, угулат. А силер өзүңөр кайсы стратегияны колдончу элеңер? Мен деле ушул типа классиканы окуганбыз, анан бирок эптеп кете албадым да. Менче башталгы бир жыл болот деймчи, октябрдачы. 1 жыл, бул трейдинг үчүн өтө аз да. Ооба, анан бир ушул сиз айткансызда бир мастер-класста айткансыз, неме жалган айтпайын, бир 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, может быть 5 жылда да үйрөнө алышыңар мүмкүн. Зависит от человека дегенсиз да. Ошондон бери сизди мындай байкап жүрөм да, себеби ачыгын айткансыз да, анан 5-6 айда эле болуп кеттим дебегиле. Мен өзүмө 3 жыл убакыт коротконмун дегенсиз да. Ошол мен деле ишенип анан байкап, бир аз рынокту мындай түшүнүп калдым да. Ликвид дегени такыр билген эмес экенминчи. Ликвид деген мына жакын деле да, ушул бир кыз дагы мастер-класс өткөрдү, ушул онлайн катышып, ал только ликвид менен иштеткен. Ликвидтерди алгандан кийин мындай ылыйга кетти. Эми понятка кире баштады да. Анан ошо сизди бир мастер-класстан кийин эле ошол сизди байкап жүрөм да, жакшы мындай ачык болгондой үйрөтүп, мындай неме такпаймын, көп обещать этпеймин дегенсиз да. Ошодон бери сизди байкап жүрөм да. Ошол честный айткандар аз экен да. Анан мисалы үчүн трейдингде баягы аркасынан киргендер бар го. Анан аларга деле акча төлөп берет экен, аларды деле уктук, аны деле айткансыз да. Анан көп деле буга мындай кызыга бербегиле, убакыт менен как профессия 3-4 жылда бир үйрөнүп, плюска чыгып алсаңар уже анан ошол ийгилик дегенсиз да. Анан ошодон бери сизди байкап жүрөм да. Рахмат. Да, кичинеден мен башкаларга барганда деле айткам да, 1 ай окуйсуң же андай кыласың депчи. Анан ошол акчаларды коротуп салганмын барып. Анан кийин мындай токтоп калдым да. Да, новичоктор көбүнчө ошого алданып калышат да, 1 ай, 2 айда окуп бүтөм, анан уже прибыльга чыга баштайсыңар дегенде ишенип калышат. Поэтому менде көп окуучу жок. Менде болот остаться, кээде келсе сразу айтып койсом 3-4 жыл кетиши мүмкүн, 2 жыл минимум депчи, даже 1,5-2 жыл это минимум десем. Кээ бирлер айнып кетип калышат ошондой. Вот. Ооба, мен мындай статистика боюнча ошондой да, 90%. Туура мен деле барып баягындай башым тийип, акталарым короп, слив болуп, анан эч ким айтпаган жерден сиз айткансыз да. 5-6 айда дале ойлогула 2 жыл, минимум 2 жылда бир результатка жетишсеңер, бир сүйүнөмүн, атак 3 жыл, 4 жыл экенсиз да. Да. Ооба. Ошондой чын. Себеби менин досум өзү трейдер да, ал профессиональный 6 жыл болуптур ага. Жакшы соода кылат. Уже прибыль чыгарып атат, Досум, классташым, ал дале айтты, мен не кылбайын, убакыт 1-2 жылда уже анан прибыль дейт да, ал дагы сиздин сөзүңүздү айтты да. Ну да. Ошол да. Адам көңүлүн айтыш зачем да, алдап. Ошол. Ишенип просто акчаларды бекер убакытты короттук да бизчи, ишенип эле 1 айда
болот деп бир стратегияны үйрөнбөппүз да мындайча айтканда. Ага. Ну, бывает, тут палка двух концах иногда бывает, даже аябай күчтүү, прям даже есть 20 миңдик, 10 миңдик доллардык обучениялер бар. Күчтүү трейдерлерден окуп алгандар, эптей албагандар да бар да. Мисалы, Герчикте 20 тысяч стоит, например, обучение, да. И акта деле эптей албагандар аябай көп. 20 тысяч заплатили и көтөрө албагандар. Ну, то есть алып кете албагандар. Вот, так что это тоже кишиден зависит, конечно. А бывает онлайн эле окуп, менде бир учением бар. Бир бала, жаш эле бала, 22 жашта, ал менден эле окуган, больше ни у кого не учился. Только 2 жыл мурда, он один из первых учеников был. Получается, 2 жыл мурда келген, анда менде офисим жок болчу, мен кофейняда окугам аны. Ал менден кийин окуп, менде 1 ай окуду, а потом он самостоятельно ютубтан аябай көп нерсени үйрөндү да. Ошол бала аябай жакшы алып кетти. Азыр Вьетнамда ошо бала чакасы менен недавно женился, ребенок родился дегендей, аябай баласы менен тияка кетип калды да. В прошлом году тоже высший срок, гиганта Илон, ал жакканда иштеп атат, уже депозиты чоң. Ошо. Ал бирок эме, получается, мага чейин да эмеден ютубтан үйрөнүп, где-то в общем 4 жыл да у него, 4 жыл, ну так, как мендей почти. Меники да 4 жыл болоюн деп калды негизи. Сизден эгер окуп үйрөнүп калсак. Что-то угулбай калдыңыз. Пропшоттор боюнча жардам бересиз эгер будущийде эгер окусак. Ооба. Пропшоттор боюнча жардам бересиз эгер будущийде. Да, тоже я пропторду алып бере алам, могу проконсультировать и как регистрацию сделать, анан эрежелерди кантип соблюдать этиш керек, ошону үйрөтө алам да. Вот, ошо. Чын эле чейин өзүңөрдүн акчаңарды короткуча, пока үйрөнгүчө лучше эме да, проп, конечно, там намного арзан түшөт. Вот. Бирок ал жакта единственный минус, ограничения строгие бар, бирок аябай тартипке салат да. Хочешь не хочешь, ал жакта эрежелерди сактаганга туура келет да. Ошол бир трейдер айтты да, өзбектөрдөнчү пропшотту иштегиле жаңылар, себеби ошол дисциплина менен жардам берет дейт да. Ооба. Башка эч ким айтпады да. Анан мындай сиз деле айткансыз, пропшот менен деле иштесе болот, бирок экзамениге биринчи даярданышыңар керек дегенсиз да, мастер-класстачы. Да. Ооба. А так ошентип честный айткандар мындай редко эле болот экен да, честно. Да. Вообще, ну, ну, по пробам ушул новичокторго мен деле эметем, не совсем новичок, кичине опыты бар, где-то 3-4 ай, хотя бы жарым жыл опыт болсо, минимум жарым жыл желательно. Тогда пропторду алып көрсө болот да. Потому что уже новичок түшүнүп калат да, кичине мындай базар логикасын бааны эмне үчүн түшөт, эмне үчүн метод көтөрүлөт, бир аз где-то точки хода, так сказать, зоналар түшүнүп калат, анан плюс еще уже жанагы эрежелерди более-менее билип калат да, даже полностью 100% сакталаса деле, хотя бы түшүнүп калат, что риск менеджмент боюнча 1%ден ашпай кириш керек, тек профитти, стоп-лоссу обязательно, соотношение мынча болуш керек деп түшүнүп калат. Ошондо пропты алса болот да. Анан өзүнүн стратегиясы болсо, вот, тогда можно пробовать. Так, пропту мен скоро айтам го, кайсы проптор жакшы деп. Пока мен эме бир пропту караштырып атам. Ушул жактан алып көрөйүн, анан өзүм да проверю, как что дегенди, ошону айтам. А так мен Funding Pips алгам. Funding Pips тоже жакшы эле, проверенный. Менде да тааныштар бар, которые Funding Pipстен выплаталарды алышат да. Акчаны берет экен. Еще просто көп эле проптор бар, акчаны бербей коюшат. Scam брокер.com проптор бар. Вот. Если что, менден сурап алсаңар болот, ошол проптун эмесин, ссылкасын берем. Funding Pips. Так, ладно, да 15-нде буюрса көрүшөбүз. 15-та вот, уже жумада, субботада, да? Ал жактан сүйлөшөбүз кененирээк. Так, бул жумага эми силерге профиттерди каалайм, кийин реальный депозит менен торговать этсе, абайлап үнөмдөп иштегиле, көп позиция ачып албагыла, өзбектерге окшоп разгон кылбагыла. У них там мощные депозиты, они могут себе позволить, да, либо опыты большие. Что еще? Всякие волшебные индикаторларга, волшебные стратегияларга, там некоторые я недавно где-то 2-3 ай мурун көргөм, бизден эле кыргыз балдар, кыздар сатып алышат $5000 бир стратегияны, миллиметрика, анан дагы шундук стратегия. Я вообще был в шоке. Анан мага недавно 2-3 келишти, ошол миллиметриканы сатып алгандар, экөө келишти, анан дагы бирөө какой-то $3500 стратегияны сатып алган. И баары минуста, акчасын аябай көп салышты да. Вот, я, честно говоря, ну, аябай разочарована была. Биздин там некоторые есть, которые вот так вот продают, да, обещают волшебные деньги, да, волшебную кнопку. Ни одна стратегия 100% гарантия бербейт, эч качан. Даже если вы там за $10 000 купите в индикатор какой-то. Алделе тоже, ну как, божомол берет, но не 100%. И не стоит, чтобы
тратить на нее 5000 долларов. Ютубтан деле обычные простые стратегияларды деле иштеп жакшынакай эле 70% винрейт менен иштесе болот. Бесплатно. Вот. Так что ошондой. Ладно, андай. Чоң Суроолор рахмат. бар. Суроолор дагы барбы? Жок эле бере бергиле дейсиз что? Так, группадан да жазышалы эгер группа чат бар. Или там этот, каждая публикация астында эме бар, чат тоже. Это то, что-то глазыңар унчукпайсыңбы? Ладно, андай да барыңарга. Бекилтүүн уже. Ладно, скоро чоң будет. рахмат. Ладно, андай жакшы кабыл алайык. Давайте. Так, запись токтоп коем.